Доброе утро всем, кто встречает этот новый день вместе с нашей программой. Вы смотрите «Главное утро Якутии». 24 июня на календаре, день недели, четверг. Катерина Винокурова, Павел Танин. Приветствуем вас. Да, и будем еще 2 дня приветствовать. Сегодня будем заряжаться и настраиваться на бодрый, позитивный, продуктивный, наверное, самое главное, день при помощи разной информации, разных полезных советов и так далее. В том числе узнаем, как в Алекминске встречали первых гостей цеха Аланхо, расскажем о новой, уже востребованной при этом профессии организатора пространства, поговорим с нашими гостями об особенностях приемной кампании вуза и много-много другое. Рубрики, естественно, и так далее. Ну и, конечно же, интересные гости ожидаются в нашей студии. Не забывайте про средства обратной связи. Это наш WhatsApp, который вы видите на своих экранах, и Instagram-страница «Утро Якутии». Подписывайтесь и следите за полезной информацией. Да, ну а самое главное, на мой взгляд, полезная информация любого утра – это, конечно же, прогноз погоды, потому что нужно знать, что ожидать от сегодняшнего дня, в какой одежде выйти на улицу, к чему готовиться, брать ли, в конце концов, с собой зонтик. В центральных районах Якутии сегодня прогнозируют плюс 19, плюс 21 градус, в заречной группе плюс 15, плюс 21. В южных районах плюс 14, плюс 17, в Вилюйской группе улусов плюс 18, плюс 19 градусов. В Нижнеленских районах плюс 19, плюс 20, в западных плюс 17, плюс 19. В Колымо-Индигирской группе улусов плюс 9, плюс 21, в Янских плюс 13, плюс 19. На северо-западе плюс 3, плюс 7. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила плюс 21 градус, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер западный 3 метра в секунду. Сегодня днем прогнозируется небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов. Что же интересного произошло в Якутии и за ее пределами за прошедшие сутки, узнаем далее. Передаем слово новостному обозревателю Сергею Михедову. Якутия, доброе утро. Вашему вниманию блок новостей. Цифровой двойник поможет улучшить систему северного завоза. Роль северного завоза для территорий Дальнего Востока и Арктики обсудили участники круглого стола «Северный завоз 2.0. Перспективы развития и пути оптимизации». В мероприятии приняли участие парламентарии, руководители Минвосток-развития, региональных органов власти, госкорпорации «Росатом», представители бизнеса. Отмечено, что Минвосток-развития совместно с Восток-Госпланом разрабатывают цифрового двойника северного завоза. Этот инструмент покажет, как сейчас осуществляется северный завоз и на базе массива данных смодулирует работу в будущем. Таким образом, станет понятно, какие конкретно инфраструктурные объекты необходимо создать, чтобы обеспечить оптимизацию северного завоза и выработать лучшие практики. Контроль за приезжающими в районы усилят в Якутии. Связано это с эпидситуацией. Об этом сообщил на заседании Республиканского оперштаба, как отметила замруководителя оперативного штаба Ольга Балабкина. В районах растет заболеваемость за счет завозных случаев. Так, рост наблюдается в Алданском, Верхоянском, Намском, Нерюнгринском, Аймиконском, Сунтарском, Чурапчинском и Овено-Бытантайском районах. По словам главного санитарного врача Якутии Маргариты Игнатьевой, необходимо ввести четкий контроль за приезжающими гражданами, а также за соблюдением действующих ограничительных мер. Инспекторы ГИМС провели профилактические беседы с отдыхающими в Якутске. С жарой появилось множество несанкционированных пляжей. Купание в таких местах небезопасно для жизни. Беседовали с отдыхающими в рамках ежегодной акции «Вода – безопасная территория». Рассказали горожанам правила поведения на воде, о том, что важно следить за своими детьми для недопущения трагедии. Также были выявлены дети, которые безнадзорно находились на пляже. С ними тоже поговорили и позвонили родителям. Отметим, на сегодняшний день в республике нет официально открытых пляжей, в том числе и городской пляж на 202-м микрорайоне, который официально закрыт для отдыхающих. Сейчас на территории Республики Саха-Якутия проводится акция «Вода – безопасная территория». В рамках этой акции проводим совместное патрулирование с сотрудниками ПДН, со службы спасения, также сотрудники ГИМС о недопущении несчастных случаев на водных объектах, выявление несанкционированных мест для купания.
Сейчас мы находимся на 202 микрорайоне. На данный момент это место не оборудовано для купания. Не взяты пробы песка, пробы воды, не дежурят спасатели. И мы не гарантируем безопасность вашего купания. Сейчас также упомянуть сотрудники ГИМС, сотрудники ПДН, службы спасения проводят профилактические беседы с населением вблизи водных объектов. Особое внимание обращаем на детей, чтобы дети всегда были под присмотром взрослых. Северо-Восточный федеральный университет открыл предпринимательский класс в 7-й школе Якутска. Как сообщает пресс-служба вуза, СВФУ активно работает со школами. Инициативы открытия профильных классов всегда поддерживаются в университете. Это будущие абитуриенты. Хочется, чтобы университетских классов было больше, и каждое учебное подразделение имело свой, подчеркнул проректор университета Алексей Голиков. Учебный план класса и программы по финансовой грамотности, психологии управления, развитию цифровых навыков разработают совместно со специалистами финансово-экономического института. На сегодня СВФУ открыл 12 профильных классов, документация каждого из которых утверждена через научно-методический совет по довузовскому образованию. К этой минуте это вся информация. Увидимся чуть позже. Спасибо нашим коллегам из информационной службы. И действительно, да, возвращаясь к теме про купание на несанкционированных местах, все-таки понятно, что жарко, хочется как-то избавиться, какой-то прохлады, побыть у водоема, но тем не менее купание в несанкционированных местах – это достаточно опасное явление. Да, действительно. И в этом году, кстати, очень много воды прибыло, и до сих пор она не убывает. Да, поэтому... И уже, опять же, есть прецеденты, очень такие себя негативные. и своих близких. Лучше перетерпеть, поберечь. Но между тем, сегодня ночью опять продолжится в Якутске промывка и дезинфекция сетей водоснабжения. Так, например, внутриквартальные сети Якутской ТЭЦ будут промыты сегодня в районе 15-го квартала города Якутска. Ну и прилегающие дома также останутся без воды с 10 часов вечера 24 июня до 6 часов утра 25 июня. В это же время воды сегодня не будет в поселке Жатай, потому что на магистральных сетях водоснабжения водоканал будет проводить также дезинфекцию и промывку сетей. Это все нужно для того, чтобы в краны горожан поступала качественная вода. Ну и какое же утро может быть без зарядки? На этой неделе наши помощницы – это члены сборной Якутии по художественной гимнастике под руководством тренера Александры Бронских. Здравствуйте, меня зовут Александра Бронских, я тренер по художественной гимнастике. Сегодня мы покажем вам утреннюю разминку, которую вы сможете повторять в домашних условиях. В этом мне помогут гимнастки сборной Республики Саха-Якутия и воспитанницы спортивного клуба «Либерти». Давайте начнем. Итак, ноги вместе, руки в замок. Готовы. И раз, два, три, разминаем ножки, 4, 5, 6, 7, 8. Другая ножка. Раз, два, 3, 4. Активнее. 5, 6, 7, 8. Закончили. Руки положили на коленочки. Начинаем вращательные движения в правую сторону. И раз, два, 3, 4. Влево. И 5, 6, 7, 8. Повторили. И раз, два, 3, 4 и 5, 6, 7, 8. Молодцы. Ноги на ширине плеч. Начинают работать плечики вверх-вниз. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз. Раз, два. Внимательно. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закончили. Руки в стороны. Пальчики сжали в кулачок. Сгибаем локоточки. И раз, два, 3, 4. В обратную. 5, 6, 7, 8. Еще раз. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Работают ручки и круговые движения. Раз, два, 3, 4. В обратную. 5, 6, 7, 8. Еще раз. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Ручки оставили с левой стороны, ножки на ширине плеч, круговые движения. Можно и 1, 2, 3, 4, стоим, 5, 6, 7, 8. 1, ниже, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это упражнение поможет вам развить свою гибкость. Итак, ручки в замок. Делаем наклоны к ножкам. И 1, 2, 3, стоим. 1, 2, 3, стоим. И 1, 2, 3, стоим. И 1, 2, 3, стоим. Отлично. Ножки вместе. Начинаем бег на месте. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Глубокий вдох и выдох. Держим складочку. И 1, коленочки затянуты. 2, 3, растягиваем позвоночник. 4, 5, колени прямые. 6, 7, 8. Замечательно. Сделали снова глубокий вдох и закончили разминку. Выдох. На этом наша разминка закончена. Надеюсь, что вы повторяли все движения вместе с нами. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. Очень зарядились сами энергией, прохрустели всеми суставами, но тем не менее действительно на себе проверили, что подобные упражнения заряжают очень хорошо. Да, достаточно только начать, а Да, потом еще- уже все пойдет само собой. Да. Еще бы стол не мешался, можно было бы и потянуться к ногам и так далее. Тем не менее, художественные гимнастки провели нам замечательную зарядку. Художественная гимнастика – это вообще замечательный вид спорта, который вот сочетает в себе вроде бы и спорт, и немного искусства. К слову, об искусстве – это все-таки такая вещь, которая должна проходить испытание временем. Вот, например, в России не так много людей, которые бы вообще ничего не знали и были бы равнодушны к песням Виктора Цоя и группы «Кино». Да, эти песни любят и знают многие вне зависимости от возраста. А ведь, кстати, последний концерт группы «Кино» в Москве состоялся 31 год назад. Это было в этот день, 24 июня 90-го года. Но, тем не менее, эти песни остаются в памяти и на музыкальных носителях. С другими датами 24 июня знакомимся в нашей рубрике. – 24 июня – День Республики Чувашия. Ее столица – город Чебоксары. Также сегодня День независимости Шотландии и День индейцев в Перу. В этой стране обитает около 100 индейских племен. По народному календарю 24 июня, если солнце на рассвете бледное, это к вечернему дождю. Туман по воде стелется к урожаю грибов, голуби прячутся к непогоде. 24 июня 1710 года основано царское село возле Санкт-Петербурга. 24 июня 1717 года представители английских масонских лож учредили Великую ложу Англии. 24 июня 1812 года армия Наполеона вторглась в Россию. Началась Отечественная война 1812 года. 24 июня 1941 года образовано Советское информбюро. Его целью было освещать в печати и по радио международные события, военные действия на фронтах и жизнь в Советском Союзе. 24 июня 1945 года в Москве состоялся Парад Победы. В этот день в 1990 году в Москве состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино». 24 июня 1881 года родился Григорий Котовский, советский военный и политический деятель, командир Красной армии. В 1908 году 24 июня появилась на свет Марина Ладынина, советская актриса театра и кино, народная артистка СССР. 24 июня 1987 года родился Лионель Месси, аргентинский футболист, олимпийский чемпион. Именины в этот день празднуют Варнава, Варфоломей, Ефрем и Мария.
Доброе утро! В вузах началась приемная кампания, и тысячи вчерашних школьников ждут решений приемных комиссий, от которых зависит их дальнейшая судьба. Да, но есть еще и те, кто до сих пор не определился с выбором будущей профессии. Кто-то хотел бы попробовать себя в творческих, например, направлениях, да, и как бы... Для этого и существуют творческие вузы, например, Да. Арктический государственный институт. В чем же особенности приемной кампании в творческих вузах? Мы сегодня поговорим с Татьяной Филипповой, ответственной по приему документов приемной комиссии АГИКи. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Вот приемная комиссия вуза, насколько нам известно, началась 14 июня, если мы не ошибаемся. И вот как проходит прием документов, до какой даты он продлится, ну, вообще вот об особенностях этой кампании. Хорошо. Скажите, пожалуйста. Доброе утро всем зрителям еще раз. Да, у нас приемная кампания началась 14 июня. До 7 июля мы будем принимать документы на творческие направления. До 10 июля мы будем принимать от лиц, которые будут сдавать вступительные испытания, проводимые нашим вузом. И 29 июля – это срок завершения всех вступительных испытаний и приема документов от лиц, которые будут поступать по результатам ЕГЭ. Мы в этом году будем принимать по 22 направлениям. Заявление мы принимаем по 4 способами. Первое – это, конечно же, в электронной форме через нашу систему, то есть через наш сайт. Во-вторых, это посредством суперсервиса «Поступи в ВУЗ онлайн» через госуслуги. В-третьих, это через операторов почтовой связи общего пользования. И в-четвертых, это лично может быть, но если это не противоречит актам высших должностных лиц, субъектов Российской Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в республике. Насчет документов, да, необходимые документы – это, конечно же, фото, документ, удостоверяющий личность, документ об образовании, то есть это может быть аттестат о среднем общем образовании, может быть диплом о среднем профессиональном образовании. И с этого года мы требуем СНИЛС. Все документы мы принимаем в отсканированном виде. Вот. По-моему, все. Ну, какие направления пользуются большим спросом все-таки среди абитуриентов в вашем вузе? Ну, почти все наши направления подготовки очень востребованы в наше время. По данным прошлого года, например, да, особый конкурс был по дизайну, по направлению дизайн, по актерскому искусству. Там на одно место было более 10 человек. Вот. Ну, конкурс достаточно серьезный, но при этом действительно актерам редко где можно у нас в республике прям профессионально получить диплом актера. Да, Татьяна, ну поступать в Творческий вуз, да, как раз говоря об этом, это немножко, ну, понимать, да, немного отличается от классического поступления. Необходимо сдавать и вступительные какие-то тесты, возможно, творческие конкурсы проходить. Вот как проходит именно прием, уже как бы какие испытания нужно пройти абитуриенту, чтобы попасть на творческие специальности? На это творческое испытание – это достаточно волнительный и ответственный этап для каждого абитуриента. По каждым отдельно по направлениям на творческие специальности у нас есть программы вступительных испытаний. Подробно абитуриенты могут ознакомиться на нашем сайте в разделе «Абитуриенту». Там все подробно написано. Указаны минимальные баллы по творческим испытаниям и также подробно расписаны этапы. Например, по специальности «Живопись» требуется пройти 3 этапа творческого испытания. Первое – это рисунок. Они могут там нарисовать портрет с натуры, что-нибудь, да. Во-вторых, это будет живопись, например, натюрморт, тоже там достаточно это. И в-третьих, это композиция по ранее заданной теме. И даты наших вступительных испытаний будут у нас на сайте до 15 июля
согласно порядку приема граждан в АГИКи. Ну, от творческого конкурса все-таки многое зависит? Конечно, очень много, многое зависит. Наши студенты очень готовятся. У нас есть, кстати, подготовительные курсы, чтобы пройти успешно творческие испытания. Тоже можете ознакомиться на нашем сайте и на нашей страничке Instagram. Там вся актуальная информация. Вот говоря про именно насколько сильно зависит творческий конкурс, допустим, представим ситуацию гипотетическую такую. Два кандидата есть, да? У одного очень хороший ЕГЭ, но конкурс творческий, он вот Не так, очень, не да? очень, да. И есть обратно противоположная ситуация, когда ЕГЭ как бы еще проходной, но вот самая нижняя такая планка, но при этом творческий конкурс прям вот на 5 с плюсом. То есть у кого будет больше шансов поступить в такой ситуации? Например, по творческим направлениям у нас требуется экзамен, если взять выпускников, да, школ, требуется экзамен русский язык и литература, и плюс творческое испытание. И приоритетное зачисление – это по результатам литературы будет. Так, ну если уж мы и заговорили о ЕГЭ, да, каким считается проходной балл? Сейчас начну, наверное, про минимальных баллах немножко расскажу. По общеобразовательным предметам в этом году установились следующие баллы минимальные. По русскому это 40, по литературе 40 баллов, по математике 39, по физике 39, по обществознанию 45, по информатике 44, по иностранному 30 и так далее. И хочу сказать, что с этого года нововведение есть одно о том, что ранее, например, по прикладной информатике требовалось 3 экзамена. Это русский язык, математика и информатика. А с этого года, помимо русского языка и математики, они могут предоставить вместо информатики иностранный язык, химию, физику. Это дается выбор. На выбор, да. Вот касательно тоже немаловажный вопрос. Да, насчет проходного, да? Нет, уже не проходной балл, а по поводу мест в вузе. Сколько в этом году готов принять вуз студентов, первокурсников, да, уже будущих, скажем так. Сколько из этих мест предусмотрены бюджетом, сколько коммерческие? В этом году у нас 160 мест, из них 124 места по очной форме обучения, из них 14 по особой квоте и из них тоже 42 по целевой квоте. По заочной форме у нас 36 мест и из них 3 места по особой квоте. Татьяна, каковы будут ваши слова напутствия для выпускников школ? Почему ребята, абитуриенты должны поступать в ваш вуз? Наш вуз является кузницей творческих кадров, фабрикой креативных профессий не только в республике, но и всего Дальнего Востока. И у нашего абитуриента есть уникальный шанс обучиться всем этим навыкам в стенах нашего вуза и стать частью нашего института. И я хочу пожелать всем абитуриентам удачи и всегда пусть смотрят только вперед. Сделайте свой талант профессией, поступайте к нам в АГИКи. Татьяна, спасибо большое за нашу беседу. Желаем вам удачи, хорошо провести эту приемную кампанию студентов, самое главное, старательных и стремящихся к саморазвитию студентов, чтобы такие именно поступали к вам. И уже завершив нашу беседу, вопрос уже не по теме, да? В принципе, вы работаете, приемная комиссия, да, сейчас идет. Опять же, помимо приемной комиссии, у вас есть дом, где вы живете. Как относитесь, как, может быть, организуете свое пространство в доме? Да, как вы считаете, можно ли навести идеальный порядок? Конечно, идеальный порядок – это мечта перфекциониста. Мне кажется, идеального порядка не существует, но есть такое достаточно удобное для каждого человека порядок вещей. И насчет организации пространства я отношусь вообще положительно.
я бы даже воспользовалась какими-нибудь услугами по, например, распределению вещей в шкафу, там, я не знаю. Вот к слову про услуги по распределению вещей, как раз-таки новая, востребованная, фактически уже ставшая востребованной профессия, это организатор пространства. Как раз об этом мы сейчас и говорим. Да, и на самом деле можно разместить все вещи под рукой, можно уместить все самое необходимое в нужном для себя пространстве. В Якутске появилась новая услуга организора, которая помогает горожанам устроить жизнь так, чтобы бытовые вопросы отнимали минимум сил и времени. И вот как раз-таки как разобрать скопившиеся шкафы, вещи разложить так, чтобы просто вытянутой рукой манипулировать, об этом расскажет наша коллега Ирина Григорьева. В городе Якутске несколько месяцев тому назад появилась новая специальность – организатор пространства. Это новое направление в сфере услуг, которое помогает людям справиться с беспорядком. Если у вас дома хлам, организора идет к вам. Именно с таким девизом приходит Евгения Нарьяна к своим клиентам. Добро пожаловать! Здравствуйте, меня зовут Евгений, это Нария, мы организаторы пространства. Айталина – современная горожанка. Несколько месяцев назад вместе с семьей переехала в новую квартиру. Признается, устала не от беспорядка, сколько от избытка вещей. Многочасовые уборки отнимают все силы, а самое главное – отнимают время, которое она хочет проводить вместе с семьей. Использую только нижние шкафчики. Из-за этого получается, что вещи, которые часто пользуюсь, высоко. Поэтому я хотела бы попросить вас помочь, чтобы мне было удобно все это вытаскивать. Нельзя стыдиться приглашать профессионалов, чтобы они помогли организовать ваше пространство. Потому что в наше время, когда нужно все успевать, все очень быстро проходит, время для уборки или для уборки нужно затрачивать время поменьше. После осмотра кухни и оценки объема вещей организоры приступают к работе. Специалисты помогают расстаться с ненужными вещами, а заодно создать индивидуальную систему хранения, чтобы человек мог сам поддерживать идеальный порядок. Все вытаскиваем и потом примерно смотрим, рассортируем на стекло, пластик, стаканы, посуду и так далее. И потом смотрим на шкафчики пустые. Расхламление и организация порядка в доме – главный принцип работы консультантов. Руководитель Евгений Окороков, филолог с предпринимательской жилкой. Якутия первым решила освоить новое направление и не прогадал. Я сам люблю порядок, чистоту. Многие всякие передачи смотрели. По TLC же бывает, там, помешанные на чистоте, типа такого. И я, вдохновившись этим, читал очень много книг. Люблю порядок, люблю чистоту. И как-то само собой это все появилось, эта идея. Необычная профессия вызвала интерес, а главное – спрос на услуги. В Якутске организоры уже помогли около 100 клиентам. В развитых странах специалисты по комфорту появились еще в середине 20 века. В США – в 80-х годах. Создатели проекта – это люди с особой философией. А самым знаменитым специалистом считается японка Мари Кондо, которая популяризирует вертикальный способ хранения вещей. У нас есть еще гардеробная дочери. Хотелось бы тут тоже, чтобы организовали хранение, потому что тоже не совсем организовано. Однако порядок гардеробной у хозяйки пока в перспективе. Сделать мир вокруг упорядоченным – не единственная задача. Консультанты помогают клиентам расстаться с ненужными вещами. Многие клиенты готовы отдать свои вещи на благотворительность, какую-то часть выкинуть, какую-то часть нуждающимся отдать в этом плане. А хлама, конечно, у людей бывает много, грубо говоря. На балконе хлама много, одежды много, на кухне ненужной посуды всякой, После нескольких часов работы на кухне – идеальный порядок. Довольная хозяйка с удовольствием принимает работу. Ведь главный принцип организаторов пространства один – оставь только то, что приносит радость. Ирина Григорьева, Павел Пахомов, Якутск. Доброе утро! 24 июня на календаре. Сегодня четверг, завтра будет пятница, и завтра и сегодня с вами это утро встречаем мы, Катерина Винокурова и Павел
Таня. Хотим вам напомнить про наш WhatsApp номер 8-914-273-4488. Если вы хотите задать нам какие-либо вопросы или кого-либо поздравить, то пишите нам, мы по возможности зачитаем в прямом эфире. Да, ну или просто пожелать всем доброго утра, почему бы и нет. Также у нас есть наша страница в Инстаграм, _, Якутии. Там есть самые интересные сюжеты наших выпусков. Можете их комментировать, ставить лайки, делиться с друзьями. Но мы продолжаем. Вот на самом деле в последнее время очень сильно набирает популярность строительство частных домов, да, и индивидуальное жилищное строительство, как я их называю. Но, тем не менее, факторов много, почему оно становится популярным. Но есть люди, не скажу, что много или мало, которые все-таки боятся именно в эту часть заходить с точки зрения проживания. Да, но тем не менее прогресс не стоит на месте, и сейчас появляются всевозможные устройства, которые обеспечивают бесперебойное электроснабжение. Ну да, это вот к слову об электроснабжении как раз, потому что это один из ключевых факторов проживания. Газовые котлы от них работают. И сегодня в 11:30 на нашем канале в программе «Подворье» наши коллеги как раз-таки расскажут об этих устройствах, которые позволяют вот в отключенное электричество как-то работать и поддерживать функционирование дома. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы готовы поделиться свежими новостями и рассказать о событиях, произошедших в республике и за ее пределами. Доброе утро. Продолжает утренний эфир выпуск новостей. В Минсельхозе региона закончился второй тур приема заявок от производителей хлебобулочных изделий. По итогам конкурсного отбора им полагается финансовая поддержка из федерального и республиканского бюджета на общую сумму 11 миллионов 500 тысяч рублей. Эта мера входит в комплекс поддержки по снижению цен на продовольствие по поручению президента Владимира Путина. Предприятие получит финансовую помощь из расчета 2500 рублей при реализации 1 тонны готовой продукции. А основное условие предоставления субсидий – хлебопекари в течение 6 месяцев не должны повышать цены на хлебобулочные изделия. Отмечу, сейчас более 170 предприятий за год производят порядка 20 тысяч тонн продукции. Субсидии предоставляются из расчета 2500 рублей на тонну произведенного хлебобулочных изделий. Основным требованием является это не повышение цен в течение 6 месяцев. Если отчет предоставляется ежемесячно о том, что они не повышают цены, если не исполняют обязательства, предусмотренного в соглашении, то принимаются штрафные санкции. Долгожданное лето приносит не только тепло, но и ряд бытовых проблем. В июне ежегодно зацветают тольниковые ивы, пух от которых доставляет массу неудобств жителям городов. Сегодня неприхотливое дерево растет почти в каждом втором столичном дворе и практически на всех улицах города. Поэтому с приходом мая и июня горожане начинают наблюдать у себя в квартирах небольшие сугробы летнего снега. Ранее власти города вели борьбу с тольниками, однако сейчас все работы приостановили. Если где требуется, в центре города можно проводить работы по обрезке тальников, либо по вырубке, но нужно учесть, что вырубка требует компенсационной посадки. То есть, когда происходит вырубка одного тальника, нужно посадить 2 дерева. То есть, либо это береза, либо это лиственница. Нужно уже смотреть, что у нас в наличии есть. В этом году у нас запланированы посадка берез, лиственниц, сосен из кустарниковых насаждений. Это будут боярышники, желтые акации. Из деревьев также местами посажены яблони. Жаркая и сухая погода сохранится на большей части Якутии до конца июня. В 4 районах и в окрестностях Якутска установлен наивысший класс пожароопасности. Об этом сообщили в региональном управлении гидрометеослужбы. По данным авиалесоохраны, Якутия лидирует в стране по площади и числу пожаров. В республике действует 52 возгорания. Практически на всей территории региона установилась жаркая сухая погода. 5 класс пожароопасности действует в Мирнинском, Сунтарском, Хангаласском улусах, на юге Тампонского района, а также в городе Якутске и его окрестностях. Такая аномально жаркая погода будет держаться на всей территории республики до конца июня. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго и удачного дня.
Спасибо, Сергей. Героем нашей рубрики «Пусть мама придет» сегодня станет 10-летний Дима. Его особое увлечение – это песни. В будущем мальчик мечтает стать артистом и спеть на большой сцене. Мы надеемся, что эта мечта Димы обязательно исполнится, и воплотить ее в жизнь поможет семья. Знакомьтесь, Дмитрий. Меня зовут Дмитрий, мне 10 лет. Я люблю рисовать, играть в футбол, заниматься. Занимаюсь самбо. Когда я вырасту, я хочу стать певцом и художником. Дима у нас очень добрый мальчик, отзывчивый. Очень любит танцевать, песни петь любит. Он творчески развит ребенок. Любит очень рисовать тоже. И учится у нас Димочка тоже неплохо, да? Ну, то есть у него гуманитарные способности такие. Ходит на самбо. Очень понравилось ему. Правда, он недавно стал ходить, но ему очень нравится. Любит играть в футбол. На улице с мальчиками гоняет постоянно. Ходит в тренажерный зал у нас тут при центре. Одно из любимых занятий Димы – рисование. Дима, скажи мне, что ты рисуешь? Чувства свои. Ага. А какие у тебя чувства? Нормальные, хорошие, добрые. Свои чувства Дима выражает и в танцах. Родной дом где-то там далеко, я так скучаю, и мне нелегко. Время наше и ваше летает, то, что болело, уже то прошло. Но мой дом где-то там далеко, я так скучаю, и мне нелегко. Время наше и ваше летает, то, что болело, уже то прошло. Три внимания, что поменялось, много друзей кинула, как оказалось. Нет понимания, чужой или нашей, но мой дом за меня все скажет. Крест на груди, не подведи, чтобы до дома я смог подойти. Обнять родных, да и всех на пути. Мы очень надеемся, что Дима обретет семью. Это «Утро Якутии» на Якутия-24, НВК «Саха». Мы продолжаем. В этом году республиканский национальный праздник Исэх-Аланхо пройдет в Алекминском районе. И туда уже начинают съезжаться первые гости. О том, как их встречают, расскажут наши коллеги. Эти дни в Алекминск один за другим подходят теплоходы с участниками и гостями Исэха-Аланхо. Артисты театра Аланхо, театр юного зрителя, Саха-академический театр, ансамбли. Каждый из них подготовил для праздника яркую программу. Гостей Алекма встречает хлебосольно, радостно. У причала видно – Алекма многонациональна и едина. На площади речного порта происходит встреча наших гостей, и спортсменов, и работников культуры, театров, других районов. Мы встречаем приезжающие делегации, встречаем, угощаем и провожаем до места их пребывания в городе Алекминск. Встреча подготовлена прям торжественно, да, что запомнилось, наверное? Да, мы торжественную встречу организовали администрация города совместно с НКЦ «Гармония». Также привлечены артисты самодеятельности с других наследников Алекминского района, казаки, якутский фольклорный ансамбль. Оладушки, чак-чак, алубушки, баовы. Прямо здесь можно было отведать угощение для дорогих гостей. Кланяемся низко, быть как дома просим, как и не только отведать, но и пуститься в пляс под бравую песню казаков.
фотографии на память, селфи. Уже в первый час на Алекминской земле пополнились карты памяти гостей яркими снимками, а главное – замечательным настроением. Должны участвовать в культурных мероприятиях, должны показать детскую Аланхо. Люберген Бухатыр, это Мария Эверстовой. Мы каждый раз это СХ Аланхо участвуем. И мы очень рады, что мы приехали в Алекминск. Это очень долгожданный СХ получился у нас сегодня. И вот как приятно было, что нас встретили с хлебом и солью сегодня. Ой, очень жарко и так хорошо, и так радушно нас встретили, так приятно стало. И вот поплясали, потанцевали, поели. Спасибо вам большое. У нас очень тепло встретили все, нам очень понравилось. Все ребята рады, вон уже все ходят, фоткаются. Очень классно. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Что ж, а теперь представим недалекое будущее. Представь, что когда-нибудь на СХ мы будем летать на аэротакси. И вообще по республике передвигаться по аэротакси, но по традиции сохраняя ее через аэропаромы. Я думаю, это может даже случиться через 10 лет, потому что 10 лет назад мы и представить не могли некоторые из тех вещей, которые сейчас нам кажутся обыденными. Электротравмобиль и видеозвонки. Все это стало, конечно же, уже какой-то действительностью нашей. И, тем не менее, при благоприятном обстоятельстве, стечении обстоятельств, уже на Олимпиаде в Париже начнут действовать как раз-таки аэротакси. Летающие такси собственной разработки представила в понедельник в парижском аэропорту Ле Бурже немецкая компания Volocopter. Демонстрационный полет прошел без людей на борту. И, как рассказал генеральный директор фирмы Флориан Ройтер, такие транспортные средства не предназначены для продажи частным лицам. Парк машин будет управляться централизованно. Если вы клиент, звоните в диспетчерскую и говорите, где вас забрать и куда доставить. Платить придется только за полет. С ростом перевозок это будет стоить как обычное такси. То есть доступно каждому, кто может позволить себе такую услугу сегодня. Воздушный перевозчик под названием Volocity рассчитан на 2 человек. Он приводится в действие 18 винтами, которые питаются от 9 батарей, бесшумен он, безопасен и крайне прост в управлении. По словам Ройтера, рынок городской мобильности обладает гигантским потенциалом более 10 триллионов долларов. Только на долю воздушных такси в 2035 году будет приходиться 300 миллиардов долларов, полагает глава Volocopter. Но это мы говорим, конечно же, о будущем, возможно, ближайшем, возможно, отдаленном. Пока это не особо нас интересует. А вот сегодня, четверг, день сегодняшний, это же день премьер. Да, кинопремьер. Сегодня в кинотеатре огромное количество разных жанров начинается. Давайте ознакомимся с ними в нашей рубрике «Афиша». Взорву всех! Смотрите сегодня в кинотеатрах приквел «12 стульев», в котором показано становление знаменитого Остапа Бендера. Молодой Оси знакомится с аферистом Ибрагимом Бендером. Хитроумный и бессовестный мошенник – полная противоположность честному идеалисту Оси. Казалось бы, эти двое никогда не могли бы действовать сообща, но их объединила охота за царской реликвией – драгоценным жезлом, заполучить который мечтают и бандиты, и белые офицеры. Оси приходится учиться у Ибрагима лести, шантажу, деликатному обману, силе и многим другим совершенно не характерным для молодого человека вещам. Именно тогда и начинает зарождаться личность знаменитого великого комбинатора. На большие экраны выходит лента «Звук металла». Пронзительная драма о барабанщике, который теряет слух. Ударник панк-группы по имени Рубен с трудом избавился от наркотической зависимости и ведет здоровый образ жизни. Однако его настигает неожиданная болезнь. Молодой человек во время одного из выступлений понимает, что начинает терять слух. Фильм стал сенсацией последнего «Оскара». Он получил сразу 2 статуэтки за звук и монтаж. Фильм ужасов «Кукла» расскажет о неуверенной в себе молодой няне Софии, которая приступает к новой работе по уходу за 2 проблемными детьми.
Когда родители оставляют ее наедине с детьми, они становятся жертвами демонического существа, одержимого игрой в детские игры. Вы хотите сказать, что кукла похитила вашего ребенка? Кукла. Я должен быть в курсе всех ваших разговоров обо мне. Обманете меня, проблем не оберетесь. Криминальный триллер от продюсера фильмов «Самый пьяный округ в мире» и «Ультраамериканцы» Роберта Огдена Барнума. Мы ирландские легенды американской мафии, с которым считались все преступные синдикаты и сам Аль Капоне. Ему, конечно, есть что рассказать. Тот, кто сумеет разговорить скандально известного главу корпорации убийств, получит эксклюзив на $1 миллион. Но пойдет ли на это Мэй Ирландский и чьи головы полетят, если он все-таки заговорит? Мы так живем. Это наш бизнес. Мэй Ирландский. Также смотрите в кинотеатрах продолжение приключений пса Броуди и его товарищей-музыкантов. Рок-группа отправляется в совместный тур со звездой поп-сцены Лил Фокси, где им предстоит узнать, в чем на самом деле заключается настоящая цена славы. Рок-дог 2. 24 июня в Национальном художественном музее откроется выставка «Музей благодарит. Дары и передачи последних лет». Да, эта экспозиция является такой ретроспективой, соответственно, показом произведений, переданных музею в дар за последние 5-6 лет. Более подробно о выставке мы сегодня поговорим с сотрудником Национального художественного музея. Это Татьяна Пасхардырова. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Очень приятно, что вы меня пригласили. Нам тоже приятно, что вы пришли. Расскажите более подробно о выставке, какие экспонаты на ней будут представлены, что интересного готовите для посетителей. Вообще же это уникальное событие, потому что выставка готовилась очень долго. Она очень отличается от остальных выставок, я думаю, потому что именно на этой выставке посетитель, который любит вообще наши выставки и очень ждет, может увидеть дары, передачи. Именно выставка состоит из даров, из передач. Я думаю, вот в этом вся и уникальность, потому что выставка, она как бы собрана, да, из тех вот даров, что подарили сами художники, либо их родные, либо передано через РосИЗО. И вот в этом именно особая уникальность. Но также выставка очень глубоко научная, потому что собран очень такой большой интересный пласт. Это графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура. Я думаю, что эту выставку ждут. Я думаю, она понравится горожанам, как все наши выставки. А вот интересные экспонаты, которые будут представлены, это накопленные картины и так далее годами, или это что-то новое, то, что еще не видел посетитель музея? Часть посетителей, конечно, знаком, да, с частью каких-то произведений. Вообще же временной диапазон это 5-6 лет. И есть те, конечно, работы, которые совсем не выставлялись, и я думаю, это будет подарком для зрителя. Что-то новое там есть, да, из РосИЗО, допустим, графика. Выставка, она на то и выставка, то, что она должна удивлять, должна радовать, должна восхищать человека. А какой-то вот особый отбор был экспонатов? То есть, как отбиралось то, что будет показано? Конечно же, отбор был очень жесткий, очень глубоко научный, с таким вот научным подходом. Отбирала старший научный сотрудник Галина Афанасьевна Сафронова, это старейший работник нашего музея. И видно вот такой творческий подход именно того человека, который долго работал в музее, который знает это все. Допустим, мы более молодые сотрудники, с каким-то из художников даже не знакомы. Вот более зрелый коллега, конечно же, и знает художников, да, многих. И поэтому, конечно же, подход и отбор был достаточно такой вот интересный. И даже вот сам подход к этой выставке, сколько не сама выставка, сам отбор произведений, тоже вот тема такого отдельного разговора, я думаю.
А можете рассказать о наиболее интересных экспонатах, которые будут? Ну, мне как человеку научному, конечно же, все-таки интересна графика, потому что это новое поступление из РССО, это такая организация Министерства культуры Российской Федерации. И вот среди графических произведений очень яркие имена Бриславцева, Вильнера, Алина Мендебая-Кайшибаевича, это из Республики Казахстан художник, который является автором валюты тенге. И вот именно вот его графика, она, я думаю, будет очень близка якутскому народу, его мировоззрению и найдет такой вот яркий отголосок в душе каждого якутянина. Тем более в преддверии, то есть даже не в преддверии, а во временном отрезке, посвященном Эсэху. Мы же сейчас до сих пор в этом, как бы, в этой ауре находимся. Я думаю, будет очень интересно. Какой-то определенный зал большой для этого открыт? Куда можно подойти? Можно подойти в выставочный зал Кирова 12 и познакомиться с выставкой. Мы всех очень ждем. Мы всех очень любим, наших посетителей. Мы работаем именно для нашего якутянина, для нашего гостя. То есть мы полностью музей, как духовный ресурс материально-духовной культуры народа, полностью для людей. Ну, я в связи с этим предлагаю вам воспользоваться возможностью, что пришли к нам. Во-первых, мы небольшую часть экспозиции показали, уже пока разговаривали. Пригласить горожан сегодня, может быть, в эти выходные прийти посетить выставку. Дорогие жители и гости столицы, Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия ждет вас на уникальнейшую, очень интересную выставку. Музей благодарит дары и передачи последних лет. Я думаю, вернее, наш коллектив нашего музея думает и надеется, что эта выставка будет для вас таким вот открытием, и мы будем рады вас видеть в наших стенах. Татьяна, спасибо большое за эту беседу, за то, что рассказали, что ожидать. Как обязательно придем, если не сами, то отправим коллег посмотреть. Да, я думаю, еще часть наших как раз-таки экспонатов, представленных на выставке, мы сможем показать в нашей еженедельной рубрике «Музейный гид». Обязательно отснимем. Вот. Ну и желаем, конечно, чтобы воспользовалась популярностью эта выставка у горожан, у гостей столицы. Ну и мы нашу основную тему уже закончили, беседу. Еще раз спасибо, что пришли. И вопрос уже вне касательно темы. Как вы относитесь к силовому экстриму? Ну, я, знаете, хочу сказать, так как я человек творческий, человек науки, я принимаю любые виды проявления человеческой деятельности, потому что я уважаю глубоко именно человеческую сущность, уважаю искание человека, потому что, начиная с эпохи Возрождения и по наше время, человек ищет, человек себя находит в разных ипостасях. Кто-то рисует, кто-то поет, а кто-то, возможно, выражает и так. Но я думаю, это такой вот тренд, который очень полезен, очень интересен, и если это нравится кому-то, да, то почему бы и нет? Да. А нравится при этом может настолько, что человек может поставить даже мировой рекорд, потому что буквально недавно в подмосковном Наташинском парке спортсмен Валерий Остапенко смог при помощи троса сдвинуть колесо обозрения весом, внимание, 141 тонну. Самый сильный человек Кузбасса Валерий Остапенко во вторник установил в Наташинском парке в подмосковных Люберцах новый мировой рекорд по силовому экстриму. Спортсмен при помощи одного лишь каната сумел прокрутить колесо обозрения высотой 41 метр и весом 141 тонну на 1 метр и 90 сантиметров за минуту и 45 секунд. Рекорд зафиксировал президент Федерации силового экстрима России, главный тренер российской сборной по этому виду спорта Василий Грищенко. Сам Остапенко остался доволен результатом. Настроение хорошее. Какое может настроение человека, который сделал то, что планировал? Конечно, хорошее. Тяжело было? Да, такое, знаете, не больше, чем тонн на 110. Не тяжелее. По словам организаторов, в прошлом силачи перемещали колесо, толкая кабины и используя всю массу тела и возможности всех групп мышц. Рекорд при помощи одного только троса был установлен впервые. Вот такая спортивная градация у нас сегодня в эфире. Начали вроде как с неплохой разминки, а закончили
передвиганием колеса обозрения. Что ж, мы надеемся, что утро четверга мы вам скрасили, и ваш день сегодня пройдет отлично, плодотворно. Обязательно сходите сегодня в кино, посетите выставку в Национальном художественном музее. Или, может быть, поставьте свой личный какой-то спортивный рекорд, почему бы и нет. Завтра утром мы также вместе с вами будем встречать. Сегодня для вас работали Екатерина Винокурова, Павел Танин. Хорошего вам дня, бодрого настроения и, конечно же, продуктивных дел. Всем до завтра!